Друзья, всем большой привет! Едем на проверку наших палок на налима. И как видите, я сегодня еду в качестве пассажира, потому что сегодня я еду не один, а сегодня в нашей компании с вами кто? Анна Николаевна собственной персоной. Приехала сестра с города Ухта. Как-то давным-давно, сколько лет уже прошло? Лет 5-6, наверное, да, наверное, уже прошло. Анна уже приезжала. У нас была даже совместная рыбалка, совместная проверка палок на налима. И тогда мы кое-что-то поймали. Сейчас вот скину ссылочку сюда сверху, как это было давным-давно. Я даже год не помню, когда. Кому интересно, можете пройти по ссылке, по подсказке и посмотреть этот ролик. Здесь вот ухабы начинаются уже вот по этой дороге потихонечку. Вот. Анна, это, кто еще не знает, моя двоюродная сестра. Так, речка, уже народ уже с рыбалки идет. А мы только на рыбалку, потому что мы уже прокатились в нашу родную деревню, сходили на кладбище. Сегодня годовщина у Аниной мамы. Вот, посидели за столом, пообедали, помянули немножко. Ну, Анна Николаевна, так как человек за рулем, сегодня мне можно прокатиться в качестве пассажира. Вот, ну что, встречаемся на берегу. Осталось проехать там совсем немножко. Посмотрим, заодно убрали ли кирпич. Переправу, Новый год на носу, а переправу до сих пор что-то в этом году так и не открыли, хотя были морозы. Сегодня у нас, сколько там показывает у тебя? 10? 7 градусов уже потеплело. С утра было минус 10, сейчас минус 7 градусов. Уже третий день комфортная температура. Самое то для зимней рыбалки на удочку. Многие спрашивают, почему нет рыбалок с лесных речек, почему не ловишь хариуса. Объясняю, да, сейчас комфортная температура, да, лед на лесных речках есть местами, да, можно рыбачить, но, во-первых, день сейчас очень и очень короткий, а мне не нравится, только выехал, уже надо заезжать, и около 20, там, 18 часов находиться в избушке, как бы в этом плохого тоже ничего нет, можно расслабиться, отдохнуть, но кроме этой рыбалки есть у нас еще и дела, которые надо закончить до поездки в санаторий. Ну и также, если мы уж поставили палки, то их надо проверять. Проверяем через день. Уже так каждый день не проверяем. Прошлая проверка, как вы сами видели, обнадежила. Налим немножко шевельнулся, не совсем мелкий, таких средних размеров. Ну, сегодня Анна Николаевна будет проверять наши палки и посмотрим. Скорее всего, будем надеяться, что трофейный налим сегодня, ну, не должен, он просто обязан попасться, да? Да. Сейчас мы это увидим. Так, ну что, друзья, свершилось. Как мы видим, кирпич убрали, повесили знаки. Пока не 15 тонн, а пока всего 5 тонн. То есть для легковых машин дорога уже у нас открыта, а для грузовых пока запрещена. 5 тонн разрешено. Ну, уже хорошо. А то было не пройти, не проехать. Но в то же время переправу продолжают заливать. Как мы видим, тот берег уже весь сырой. Движок работает. Ну, хоть народу можно уже официально, легально ездить. На той стороне у нас 3 поселка. Поселок Шерляга, 2 даже. Поселок Русаново, поселок Тимушбор. Ну а дальше Скаляп, Митрофан. Это все, можно так сказать, дорога жизни. Единственная дорога, которая 2-3 месяца будет сейчас связывать эти населенные пункты с райцентром. Ну что, Анна Николаевна, готова? Да, прям. Погнали. Тащи пустые ведра, пока тащи. Полные потом сам понеси. Так, что у нас с рыбаками? Один рыбачок там у нас на той стороне, вижу, рыбачит. Вот тут женщина уже свернулась, палатку свернула.
каждый день ходит на рыбалку. Вот. Ну, наверное. Вот так вот. Некоторые женщины у нас любительницы более мужиков, больные рыбалкой. Бывают и такие. Ну все, нам осталось перейти речку. В принципе, если были на Ниве, можно было проехать, но лучше не будем спускаться. Прогуляемся пешочком, да, до того берега. Все, встречаемся на палках. Ну, их брал с собой. Так, мы сейчас их здесь возьмем. Они у тебя в тюрьме? Да. Все вспоминаю. Все, так, Анна Николаевна, первую и последнюю палку проверяю сам, потому что тут они банки, неудобно, но с этим все. Остальные проверяешь ты. Договорились? Да. Вот, подержи немного. Ну ладно, одену на голову. Одену на голову. Прошлую проверку позавчера здесь на первой палке уже был как бы налим, самый с первой палки. Сюда мы сейчас поставим живцов. Это на трофейного крупного налима крючок. Юрка Кулагин отправлял подарок. Так, ну что, смотрим. Давай. Есть, нет, налим? Как скажешь? Молчание. Молчание — знак согласия. Вот наши малечки. Раз. Это сюда. Не-не-не, пока ничего не надо. Так. Ну, походу никто не дергает. А нет, что-то даже и дергает небольшое. Еще и зацепился куда-то об шугу. Куда-то завел, блин. Что-то вроде там и дергало даже. Не-не, пусть тащит туда. Он... Нет, куда-то зацепился об шугу. Ну что-то там шло. Или коряга какая-то, или налимчик. Он тащит. Ну-ка, тащи дальше. Не-а, запутал куда-то, собака серая. Что теперь делать? Резать леску? Попробуем оцепить, конечно, вот так вот. Не-а, об дно он зацепился. Никогда зацепов не было. Опа, отцепили. Отцепили. Вот он налимчик. И пустой второй. Он такой вот. Что, нормальный жареных, да? На сковородочку пойдет. Тем более уже кулума. Так, крючок убери, чтобы соплями не брызгать. Он. Я уже обрыбился. Анна Николаевна, теперь твоя очередь. Все, а теперь отсюда живцов вот так вот. Убираем сюда, возьмем на проверку несколько штучек. Так, ладно, для развода оставим. Вот, так вот наживляем. Вот, да, вот. Куда-то запутал, затащил. Хорошо, что отцепилась. Видать, не мертвый зацеп. И так вот. Раз. Ну-ну-ну, куда пошел вверх? Иди. Низ. В прошлый раз мы с тобой живцов ловили там, возле Троицка, да? Угу. Сейчас небольшой запас. Наловил, съездил. В одно место ловушку поставил. Ну, как бы запас небольшой есть, хорошо. Все, ну-ка давай. Пошли, 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 пошли. Некогда день короткий. Анна Николаевна сегодня у нас в Ухту собирается. Еще ехать надо. Это сейчас она, Анна Николаевна. Раньше, когда мы в детстве вместе в деревне росли, мы звали просто ее Анечка. Помню, сварит твоя мать кашку тебе вкусную. Ты кушаешь, а я смотрю, блин, знаешь, как мне завидно было. Блин, все вкусные Анечке достается, а мне только объедки, если Аня не доест. Блин. Так, ладно, все, засыпаем, чтобы сильно не замерзало. И идем проверять дальше. Ну все,
Приступай, Анна Николаевна, к вытаскиванию печорских налимов. Так, ну что, сейчас палку ложи рядышком с лункой, да. Все, перехватывай за леску и потихоньку тащи, не спеша. Что, есть натяжка, нет? Нет. О, Не почувствовал. небольшой дрищ-пакет кулума. Умер, один попадал. Что там еще что-то дергает? Да. Подожди, ну-ка, подожди, вытащи. А, этого оставить для живца, пусть там будет малыш. Оставь, оставь, кидай воду обратно. Ну вот, одного налимчика уже поймала. В детстве помню, Аня была поменьше, ну как была, она и есть поменьше. Вот, ну скажем, мне было сколько лет, наверное, 12, и у нас сколько, 5 лет разница, да, Ане было лет 7. Мы на мотоцикле уже ездили на рыбалку, ловили окуней на озерах, щучек, и она все это прекрасно помнит. Также мы лазили за кедровыми шишками, сейчас я насажусь, 3 секунды скажу, за кедровыми шишками. Вот я на дерево поднимаюсь, кидаю шишки. Не попадало шишки ни разу? Нет. Ты был аккуратен. Был аккуратен. Так что воспоминания детские все это остались. Весело жили мы в то время. Так, ну что, все. С почином тебя, Анна Николаевна. Это можно куда Все. выкидывать? Это большое ведро, собакам сварим потом. Да, все. Большое? Да-да-да, все. Наживляем, отпускаем, идем дальше. Полным ходом идет заливка переправы. Но у нас готова 3-я палочка. Поехали. Потихоньку также поднимай, рядом ложи с луночкой. И потом перехватывается за леску. Все, положила рядом положила, чтобы не мешаться. Ага, все. И потихонечку тащи. Так, это у нас карасик. Так, рядышком положи. Так, малечек никто не съел. И пусто. И пока пусто. Все, кидай обратно. Живые живцы вроде. Сейчас этого я поменяю. Это сдохлый второй. Да. Все, кидай, да, я сейчас поменяю сам. Все, пока все, да. Ну, поехали. Так, ложи рядом палку. Что-то вроде натяжечка есть, да? Нет? Что-то небольшое вроде бы есть. Да, что-то дергается. Небольшое. Ага, вытаскивай. Небольшой, но заглотил. Так, ладно, ты, наверное, он до желудка, наверное. Сейчас, я сейчас с ним сам разберусь, да, руки не мочи, вытирай, в кармане у тебя там тряпка есть. Сейчас я с ним разберусь, малышок. Ну что, приступаем. Не дергает? Пока не слышу. Все, ложи. И теперь за лесочку потихонечку, аккуратненько. Наживленный. Рядом ложи сразу. Что, не чувствуется все? Не чувствуется. Что-то чувствуется. Еще один маленький, ну понятно. Это маленький? Пойдет на жареху, снимем его. Снимем. На живца он уже крупный получается. Ну вот, что-то маловато пока. Где трофейный Я твой? сказала через 2-3 А, через 2-3 палки, значит на 3-ю. Понял, понял. Буквально пару слов. Только что вот заметил, что сосед сверху рыбачил вот. Я вам говорил, уже палки стоят почти до середины по Печоры. Вижу, что все палки лежат на льду. Палки подняты. Это очередной раз доказывает, что рыба не ловится. Ловилась бы рыба, никто бы снасти не поднимал. Видать, пусто, надоело мужику и поднял. Ну, может быть, куда-то на вахту ехал, не знаю. Но факт остается фактом, то что палки везде подняты. И сейчас на данном участке, вот в радиусе 10 километров, ловим пока только мы одни. Ну, приступай, Анна Николаевна. Тащи, а то протухнет. Так, что у нас там? Так, что? Есть натяжка, нет? Как будто бы маловероятно. Вот дрищ-пакет, живец, отпускай, пусть болтается, пока крупный его не возьмет. Пока не везет. Не везет, так не везет.
Просто молча тащи и все, без слов. Ты тащишь, нет? Облет цепляется. Это еще дергает, этот дрищ какой-то, да? Сегодня что-то детский сад один. Один детский сад. Ладно, разберемся. Так, ну что, поехали. Так, натяжечку вижу какую, только не знаю, что там, тяжелый, нет. Насаженный. Кидай в сторону, пока еще что-то там есть небольшое. Я же сказала на третью О, палку. ну вот этот уже более-менее полкилошка, хоть и удобный. Вот такой вот налимела. Что-то третий даже не достала. А, он два заглотил? Два. Да. Он заглотил два крючка сразу. Вот такой вот проглот. А этот суженый мой ряженый, на крючок насаженный. Ну вот. Вот этот уже более-менее интересен. Вот таких бы, да, штук десяток хотя бы есть. Красота. То, что надо. Угу. И не лошади, и на сковородку хорошо. Ну все. У нас осталось сколько? Две палки. Что, настроение повыше? Уже улыбаться началась. Понятно. Так, еще две палки проверим, смеяться, в голос начнем. Представляю, ржачку так. Ой, так, что, будем отцеплять тебе проглота. Два крючка снарядил. Кто-то мне написал, что полкило налим из икрой, типа не смеши народ, я, говорит, тоже на Печоре живу. Вот, пожалуйста, не только полкило, но этот может быть нет. А вот высокодорогомовики уже бывают с икрой. Вот этот тоже с икрой. Полное брюхо икры, вот, или молоки. Может, порода налимов такая, не знаю, но у нас мелкий налим с икрой и с молокой уже. Не знаю, как где. А здесь вот так вот. Может, сорт налима выродился. Вид, да, подвид, может, какой-то мелкий такой, карликовый, блин. Не знаю. Так, ну что, Анна Николаевна, крайняя твоя палочка. Или здесь тащи трофейного, или в следующий раз, когда приедешь уже. Ну-ка, ну-ка, ах, досадно, обидно, да ладно. Куча их. Один насаженный, суженый, моряженый, и второй мелкий дрищ-пакет попался. Вот такая вот шелупень. Одни живцы, блин. Ну ладно. Не повезло сейчас, повезет в другой раз, да? Да, что-то еще все перепутали. Сейчас распутаем. Так, ну что, Анна Николаевна, хотел последнюю палку поднять я сам. Попробуй, как получится. Главное там не вводить в заблуждение. Сейчас там будет баночка с мальками. Угу. Его аккуратно в ведро поставь. И потом, если что-то будет, вытаскивай просто на лед. Зашкварник, да и все. Вот баночку аккуратно вытаскивай на лед. Вот, ага. На лед, дальше вот. Опа. Ну нет, крупного нету уже точно. Судя по тому, что как легко палка поднялась, там в конце маленький должен был, барахтался живец. Он барахтается до сих пор, да? Да, оставь его, кидай опять туда. Ну, даже сейчас не повезло, кидай. Позавчера улов был интереснее. Я думал, Анна Николаевна счастливой рукой, но не пусто, и то хорошо. Я да? Анна Николаевна насаживала просто. Ну да, не насаживал. Он самый большой получается. Вот такой вот, остальные вот дрищ-пакетики. Вот такой вот. Налимяка где-то примерно на полкило. Ну и что, если у нас одна мелочевка, живцов в принципе хватает, крупные крючки все наживлены что налимами, что озерными гальянами. Так что для вот этих малышей сейчас будет у нас амнистия. Вроде плавают бодренько, и кушать с них нечего. Вот, мы их отпускаем, пусть они плывут, растут. Раз живец, два живец и три живец. Пусть они растут, плодятся. Если бы не было живцов на крупных, я бы, конечно, их насадил или в тюрьму, но как бы нет надобности в живцах. На крупные крючки все, что галянами, что налимами. И что мне не надо, мы, конечно же, их отпускаем.
И то потому, что они вот плавают хорошо, крови нет. И то немного вот вода розовая стала. Выживут, дай бог. Нет, так нет. А так мы, конечно же, их отпускаем. Также будет отпущены все налимы в конце рыбалки. Обычно я так делаю. Думаю, Влад сделает так же. У меня осталась еще одна проверочка. Дальше будет ловить Влад. Сколько будет. Ну, пару недель половит и тоже потом, наверное, будет уже поднимать крючки. Ну вот, а на сегодня пока все. Сейчас мы этих мальков, как обычно... Ну, давайте вместе уже сделаем. Это делается вот так. Это делается вот так. Это делается вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Обычно вот, когда вот эта тюрьма здесь, когда телевизор, ну, частенько бывает крупный налим, то ли подходит, то ли на запах, то ли привлекает их мальки и попадается. Ну, нету его, нету. В этом месте, по крайней мере, нету точно. Вот. Теперь точно все. Всем пока. Сегодня мы проверяли крючки с Анной Николаевной. Когда в следующий раз придешь на проверку? В январе я буду в санатории. В феврале? Или на следующий год? Может, и в феврале. Может быть, в феврале. Если что, вот как будет ледостав, сразу приезжай на первый лед. Первый лед — самая удачная рыбалка. Тогда крупный налим еще есть. Сейчас самые глухозимье. И ничего удивительного, то, что ничего не поймали. Ничего страшного. Так что, помнишь, приезжали в 2014 году? Угу. Сколько мы его поймали? Вы только, наверное, килограмм 40-50, наверное, в Ухту увезли, да? Кухня завалена была, да. Вся кухня. Купили даже специально морозильную камеру. Так что сегодня тоже не расстраивайся, кроме этого улова. Позавчерашний улов уже почищенный, нарезанный. Отвезешь пару жарек, там точно еще осталось. Так что как-то вот так. Без улова Ухту Аню мы не отпустим. Все. Всем пока. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Пока. Пока-пока.